Несколько часов без света, никакого ЧП, никакой аварии. Жителей Плива оповещают заранее. Отключения плановые. Опытные бригадиры продолжают начатую в 2018 году реконструкцию электросетей. Вместо старого голого провода новые изолированные, вместо деревянных опор бетонные. Хадижат Хабриева живет в Плиево уже 4-й десяток. Вспоминает, проблемы с электричеством были всегда. Поэтому внимательно следила за масштабной реконструкцией, которая затронула и ее улицу. سلاح كاتر تتخان إيش أرسك مخ ملحق أرسك عمل يجري تخ دعاء بعاش جان داغر تخلخ عندي خي عادي غات البادفات شاقو إزديج أدوري عندي أخش خل ديك يا حد تغن ما بتكش ديارات عن صدق خلي يجمي ده لعندلي. Реконструкция без отключения света невозможна. Такова технология. Обновление линий в интересах самих потребителей. Поэтому энергетики призывают жителей потерпеть временные неудобства. Чтобы осветить каждый дом 220 вольтами, в одной бригаде трудится около 10 человек. Вот старая линия, видите, убрана, вот сейчас вешается вот этот сип, и сейчас они будут запитывать и подавать напряжение населения. Будет у них к вечеру нормальное напряжение. Не только в Плиево. Новые линии появятся в Назране, Малгобеке, Сунжи и в принципе по всей республике и стране. По программе снижения потери электроэнергии в сетях в одной только Ингушетии планируют реконструировать больше 100 километров. В рамках улучшения электроэнергии потребителям пытаемся заменить провод старый на новый. Провод СИП самонесущий, изолированный. В общем, все идет по программе, которую Россети внедряют. Да, вот в течение 3 лет будут заменены провода старые на новые. Необходимы очень большие потери. Очень старые провода с 60-х, 70-х годов не заменены. И программа, я же говорю, просто преследует то, чтобы снизить потери электроэнергии и улучшить качество электроснабжения потребителей. Полностью завершить реконструкцию сетей планируют уже к 2022 году. Хава Газик, Васха Белокиев, Новости 24.